Добрый вечер, дамы и господа, уважаемые гости театра. В этом году все мировое музыкальное сообщество отмечает 150-летие со дня рождения великого композитора, пианиста и дирижера Сергея Васильевича Рахманинова. 2023 год в России объявлен годом Рахманинова. Я русский композитор, и моя родина наложила отпечаток на мой характер и мои взгляды. Моя музыка – это плод моего характера, и потому это русская музыка, писал Сергей Васильевич Рахманинов. Одухотворенная, торжественная, она рассказывает миру о России, чьи бескрайние просторы украшены золотыми куполами величественных храмов. Светлая, возвышенная и мечтательная, его музыка будто впитала в себя суть русской души и ее бесконечную любовь к Святой Руси. Творческий облик Рахманинова часто определяют словами «самый русский композитор». Сергей Рахманинов синтезировал различные тенденции русского искусства, различные тематические и стилистические направления и объединил их под одним знаменателем – русским национальным стилем. Обогатив русскую музыку достижениями искусства XX века, вывел национальную традицию на новый этап. Рахманинову удалось выработать специфический, легко узнаваемый на слух музыкальный язык. Через все творчество композитор проносит незыблемость своих этических принципов, высокую духовность, верность и неизбывную любовь к родине, олицетворением которой стало его искусство. В 19 лет Рахманинов с большой золотой медалью выпускается из консерватории как пианист и как композитор. Его дипломной работой стала одноактная опера «Олега» по поэме Александра Пушкина «Цыганы». Опера была написана за 17 дней. Автором либретто стал Владимир Немирович Данченко. Премьера оперы состоялась 27 апреля 1893 года в Большом театре. Спектакль прошел с успехом и был доброжелательно встречен критиками. Высоко оценил оперу и Петр Чайковский, присутствующий на премьере в тот вечер. В постановках Олега в разные годы принимали участие выдающиеся оперные певцы своего времени, в том числе Федор Шаляпин, большой друг композитора. В Башкирском государственном театре оперы и балета эта опера была поставлена не раз. И сегодня она прозвучит в исполнении солистов, хора и симфонического оркестра театра. Роли исполнят Олега, народный артист Республики Башкортостан, лауреат Национальной оперной премии «Онегин», обладатель диплома «Артист Радио России» Артур Каипкулов. Земфира, народная артистка Республики Башкортостан Лариса Ахметова. Молодой цыган, солист театра «Геликон Опера», лауреат международных и всероссийских конкурсов Игорь Морозов. Старый цыган, лауреат республиканских конкурсов Айгиз Гизатуллин. Старая цыганка, лауреат международных и всероссийских конкурсов Екатерина Куликова. Дирижер, народный артист Республики Башкортостан, лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска», лауреат премии «Музыкальное сердце театра», главный дирижер театра Артем Макаров.
Душа томится грустью тайной. Где ж радости любви случайной? Режь меня, жги меня, не скажу ничего. Старый муж, грозный муж, не познаешь его. Молчи, мне пенье надоело, я диких песен не люблю. Не любишь никакое тело, я песню для себя пою. Он свежее сны, жарче меня. Как он молод, как он смел, как он любит меня. Молчи, Земфира, я доволен. Какую песню ты мою? Земфира, Ты сердиться волен, я песню про тебя пою. Как ласкаю в ночной тишине, как смеюсь тогда мы
так нежно преклонясь ко мне, в пустынной тишине часы ночные проводила, как часто милым лепетанием, упоительным лобзанием задумчивость мою в минуту разогнать умела. Я помню с негой, полной страсти, шептала мне она тогда: люблю тебя в твоей я власти, твоя Олега навсегда. И все тогда я забывал, когда речам ее внимал, и как безумный целовал ее чарующие очи, кость чудных прядь темнее ночи, уста Земфиры. Земфира неверна, Земфира неверна, моя Земфира, охладя.
Постой! Пора, мой милый, пора. Нет, нет, постой, дождемся дня. Уж поздно, Крепко ты любишь минуту, ты меня погубишь. минуту. Нет, пора. Постой! Пора, мой милый, пора. Нет, нет, постой, дождемся дня. Уж поздно, Крепко ты любишь ты меня погубишь. минуту. Если без меня вернется муж, Стойте, куда вы, стойте, и следом бежу. Где ж твоя любовь? оставь ты по-пустынне. Бывало, не вернется вновь. Земфира, вспомни, друг, всю жизнь я отдал за желание с собой делить любовь, досуг и добровольное изгнание. Смешок не жаловался, смешок не жаловался. О нет, злодея пред тобой, от прав моих не откажусь, и верно сложусь. Беги, мой друг, беги, мой друг, беги. Постой! Куда, красавец молодой? Умри! Далеко, Умираю! далеко, Умираю! далеко. Ты убил его. Взгляни, ты весь обрызган кровью. О, что ты сделал? О, что ты сделал? Ничего, лиши теперь его любовью. Мой, прости меня, моя любовь тебя сгубила. Мой, прости меня, моя любовь тебя сгубила. Ты плачешь, Не боюсь тебя, твою грозу презираю, твою бездну проклинаю. умри же ты. Тревожит эта ночь кого-то. Тревожит эта ночь кого-то.
Лежит в крови обогреват. Ужасное дело, лишь солнце встречает. Ужасное дело, лишь солнце встречает. Зачем преступление наш народ страдает? Зачем преступление наш народ страдает? Ужасное дело, лишь солнце встречает. Ужасное дело, лишь солнце встречает. Зачем преступление наш народ страдает? Зачем преступление наш народ страдает? Этики нет у нас законов. Мы не терзаем, не казним. Не нужно крови нам места. Но жить с убийцей не хотим.
Значительное место в творчестве Сергея Рахманинова занимают сочинения для фортепиано. Композитор Рахманинов вывел русскую фортепианную музыку XX века на мировой уровень, став одним из первых русских композиторов, чьи фортепианные произведения входят в репертуар всех пианистов мира. Рахманинов как исполнитель стал эталоном для многих поколений пианистов разных стран и школ. Он утвердил мировой приоритет русской фортепианной школы. Рахманинов оставил эталонные записи различных произведений мировой музыки, на которых учатся многие поколения музыкантов. Одним из самых популярных произведений, написанных Рахманиновым, является второй концерт для фортепиано с оркестром. Сочинение стало одним из самых общеизвестных и исполняемых произведений не только Рахманинова, но и всей мировой музыкальной литературы для фортепиано с оркестром. Концерт входил и входит в репертуар практически всех ведущих пианистов мира. Сергей Рахманинов. Второй концерт для фортепиано с оркестром до минор в 3 частях. Исполняют лауреат международных конкурсов Евгений Изотов, Санкт-Петербург, симфонический оркестр Башкирского государственного театра оперы и балета, дирижер Артем Макаров.
Дорогие друзья, на этом концерт окончен. Благодарим вас за внимание и до новых встреч.